В прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абоев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 9 января. Торжество справедливости. Это день – символ силы народа, его единства и права на самобытность. Чеченский народ отмечает День восстановления государственности. Свет ислама. Роздан шейх Яхья Аль-Гавсани обучает хадисам. В краю гор и башен. Гостей в субъекте много. Как проводят в республике новогодние праздники туристы. Пятница дарит благословение для верующих, когда они могут стать ближе к Творцу. В этот день мусульмане устремляются в святыни для чтения обязательной джума молитвы. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил рузба-намаз в мечети имени любимого дяди-посланника Хамзата. Богослов Аслан Абдуллаев в своей проповеди рассказал, что месяц Раджаб отмечен особым благословением и милостью Создателя. Именно в этот месяц произошло вознесение пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует на небеса. Это важное событие в истории религии. Во время ночного путешествия Аль-Исра валь-Мирадж он получил заповедь о пятикратном намазе, который является основой ислама. После проповеди коллективную пятничную молитву возглавил Адам Шахидов. Раджаб бут бетни шуқер безох бол бут бу исила бол бут бу Елчан алейхи салату ва салам қибол пайғамбаршан цалуш дол муъжизат делла бут буер озбат тахдала ديل يلش عليه الصلاة والسلام مكر بيت المقدس بيجينا سيجر استيجلر حلق ويقنا سيجا حدالة أمة أجر دقودل صوت دلة يصوت لامز بوشتل صوت توي لامز إخلاص ديل يلش نبوغ الصلاة عماد الدين لامز دين بوغ بوشون دين بوغ بوشون دين أورم بوشون بوغ لامز دعوة تينك دين دعوة تينأو لامز دي نيك دين دي نأو بوغ بوصل استغني كرستغني يق الله يول باش خلو لا مزدو الله وزي سيلا ولش داله الى مزدر دين شارخ الى مزدحوه دين شارخ дойлой. 13 лет изгнания в холодных степях Средней Азии навсегда останутся для чеченцев символом самой ужасной трагедии, ибо родина для них – это все. 9 января 1957 года свершилась малая часть справедливости. Людям позволили вернуться на исторические земли. А с 2010-го эта дата отмечается как День восстановления чеченской государственности. Чеченцы возвращались несломленными, сохранив любовь к родному краю, неистребимый дух свободы и пламенное сердце. В память о тех, кто пал и пережил эту трагедию, репортаж Лейлы Муртазовой. 1944 год. Одни из самых трагичных страниц в истории чеченского народа. В считанные часы сотни тысяч людей были насильно выдворены из родных домов, обвиненные в измене советской власти. Мужчин, женщин и детей грузили в эшелоны, которые везли их в Среднюю Азию, где многие погибли по пути из-за нечеловеческих условий. Целые села и города опустели, а земля, веками заселенная, оставалась пустовать. Эту операцию прозвали «Чечевица». Если даже подумать о цифрах, да, вот 650 тысяч чеченцев и ингушей были высланы, а вернулись только 450. 200 тысяч мы потеряли за это 13 лет выселения. И самое страшное, со слов очевидцев, я помню, как еще мой дедушка рассказывал, когда поезде, в скотском вагоне, когда люди умирали, когда на руках дети умирали, они давали даже на остановках просто даже похоронить, они просто в пути выбрасывали. Если это себя уже представить на данное место, это, конечно, страшно. Про Хайбах тоже невозможно не вспомнить. Если я не ошибся, то ли 600-700 человек, это большая разница, 100 человек, да, вот, были заживо, сожгли их в Хайбахе, когда их не могли выселить с горных районов, Галанчевского района, со всех районов чеченцы были вывезены в центр, и те, которые были на ногах, их выслали, а те, которые больные,
больных, женщин, детей, стариков. Им сказали, вас потом заберут, вас вылечат. Их завели именно в этот хутор и сожгли. Гнусными злодеяниями лично руководил нарком внутренних дел СССР Берия. Были задействованы более 100 тысяч офицеров. По официальным советским данным, из Чечено-Ингушской СССР было выселено более 496 тысяч человек. Люди отчаянно боролись за жизнь, превозмогая голод, холод и нищету. На чужой земле они жили с надеждой. В 1948 году в Советском Союзе высший орган государственной власти, Верховный Совет, принял постановление о том, что все репрессированные народы сосланы навечно. Была поставлена задача во всех местах спецпоселения, то есть компактного проживания, чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев и так далее, у каждого брать расписки. Люди отказывались подписывать, а это доводили до каждого, что под расписку, что он ознакомлен указом, утвердившим срок выселения навечно. Причем там было сказано, всякое нарушение положения этого указа 25 лет тюрьмы. Запрет на возвращение длился 13 лет, но память о родной земле жила в каждом сердце. И 9 января 1957 году уже в новой политической реальности Президиум Верховного Совета РСФСР издал указ о восстановлении Чечено-Ингушской СССР. Людям вернули право на родину, открылась дорога домой и началась возрождаться государственность. Казалось бы, прошло почти 70 лет с тех событий, радостных событий для всех чеченцев, для всех ингушей, когда получили возможность вернуться на свою родину. Вот. Уже 70 лет, почти 3 поколения, да, можно сказать, сменилось. Но, тем не менее, в памяти людей, ну, еще, конечно, еще живы очевидцы этих событий, с одной стороны, с другой стороны, живая историческая память, народная память. Сегодня, конечно, она воспринимается, нам, мне кажется, ну, может быть, чуть менее радостно, но уже радостно в такой, так сказать, исторической ретроспективе, потому что мы понимаем, что к сожалению, был шанс, что мы вообще можем не вернуться на эту родину, поскольку даже уже когда прошла, собственно говоря, информация о том, что статус переселенца был снят, все равно были определенного рода настроения, чтобы не возвращалось коренное население на территорию Чечни и Ингушетии, чтобы, может быть, создали какой-то анклав, какую-то республику на территории Казахстана. Вот такие мысли тоже были, и они были достаточно... Ну, то есть люди, которые продавливали эту идею, имели достаточный вес для того, чтобы действительно это могло случиться. Но, к счастью, усилия всех тех чеченских, ингушских активистов, общественников, писателей, поэтов, которые много работали в этом направлении, не прошли даром. И сегодня мы находимся и живем, уже выращиваем поколения наших соотечественников растут на своей исторической родине. Сегодня наша республика – это современный жилой регион, который способен конкурировать с крупными субъектами по уровню инфраструктуры, экономики и качеству жизни. Начало празднования Дня восстановления государственности чеченского народа было положено в 2010 году указом руководителя субъекта Рамзаном Кадыровым. Этот день – символ силы народа, его единства и права на самобытность. В регионе эту дату традиционно отмечают, отдавая дань уважения истории и памяти предков. Лейла Муртазова, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В Грозном проходит занятие известного ученого Яхьи Аль-Гавсани. Лекции посвящены изучению Аль-Кутуб Ас-Ситта, 6 канонических сборников хадисов, собранных исламскими богословами. Шейх разбирает ключевые аспекты хадисов и их толкования. О том, как стремление к знаниям озаряет путь мусульман, в репортаже Иман Ларсановой. Для каждого из выпускников, собравшихся в мечети имени шахидов, Масджиду Шухада, этот день стал кульминацией многолетнего труда. В их сердцах горело желание не только получить знания, но и стать носителями мудрости, передаваемой из поколения в поколение. Выпускникам специальных уроков под руководством всемирно известного ученого, специалиста в области коранических наук и хадисоведения шейха Яхьи Аль-Гавсани были вручены документы об окончании курса. В церемонии вручения принял участие советник главы Чеченской Республики, муфтий региона Салах Хаджи Межиев и почетные гости, уважаемый шейх Исам ат-Туниси и сам наставник курса шейх Яхья Аль-Гавсани.
Курс был посвящен углубленному последовательному изучению с непрерывной цепочкой передачи 6 великих хадисов: Сахих аль-Бухари, Сахих аль-Муслим, Сунан Абу Дауда, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи и Ибн Маджи. Особую значимость событию придало то, что каждому из успешно завершивших обучение были вручены иджазы, то есть разрешение на преподавание и дальнейшее распространение знаний. Выпускники получили право передавать 6 авторитетнейших сборников хадисов Аль-Кутуб Ас-Сита. Сала Хаджи Межи в своей речи отметил, что в Чеченской Республике существует свобода вероисповедания и очень много возможностей развиваться. باقي جوع بالخشناء دال وين غدش حقتي بنا يق وين تاريخ يح وين دقد وغشا وين يانياتsa أخون دال خاصة مبيزوي دال يشنو عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله نه خمسة بين شو دال خاصة خمسة بين ال بو قدون أكشي سبب بشو شولسك سنة مسبب الأسباب قربات بو معنوس دال وين تبيل خوش خوش خيخية تمانا ده الغطة يندوش طلبان إذا ده الغزو تقابل ده الأعمد حجو سون كانت وايباتش رمضان حجو ويسخلوش ده الإيمان لويلوين توفيق لويلوين ويسخلوش ده القيتم لويلوين ويسخلوش ده البيت بين شارع لويلوين. Это торжественное вручение знаменует не просто окончание курса, а начало нового этапа жизни выпускников, этапа передачи и распространения полученных знаний. Подобные масштабные образовательные проекты закладывают прочный фундамент для будущего. Они не только сохраняют живую цепь исламских знаний, но и укрепляют авторитет Чеченской Республики как современного центра притяжения для студентов-богословов со всего мира. Имал Арсанова, Ахмед Хиздриев, Вести, Чеченская Республика. Величественные мечети, устремленные ввысь небоскребы и современные бульвары. Чеченская Республика уверенно заявляет о себе как о центре активного туризма. Чтобы воочию увидеть всю эту красоту, ежегодно приезжают многочисленные гости. Особенно преобразился Грозный, украшенный новогодними инсталляциями, чем привлекает туристов в город в репортаже Турпала Литайсумова. Грозный – это пример не только динамичного развития, но и огромного гостеприимства. Туристы прибывают из самых разных уголков нашей необъятной страны и даже мира. Для гостей и местных жителей регион стал символом возрождения, от руин до неописуемой красоты. В выходные дни люди посещают, к примеру, религиозные места, уделяют время своей православной вере. В принципе, интересно все, да, все новое, всегда интересно. Первый раз в город вообще интересно. Вся Путина улица, вся красивая, новая. Вот это самая достопримечательность. Уралу, Заурале, Екатеринбург, Курган, Шадринск, привет. Маме. Ну и вообще все, кто увидят. Многие из тех, кто прибывает сюда впервые, искренне радуются теплому отношению. Особенно людям запоминается национальная чеченская кухня. Вчера вечером мы были в парке аттракциона. Все хорошо, детям очень понравилось. Мы побывали в кафе, попробовали национальную кухню. Инесса приехала вместе с близкими, ненадолго оставив работу. По ее словам, это был лучший подарок себе и родным, чтобы развеяться и открыть новые красивые места. Предложили моей сестре в школе поехать в поездку. И мама предложила нам с сестрой повидать мир, так сказать. Мы поехали. Было сложно сюда попасть в связи с работой, отпроситься. Но мы приехали только сегодня. Очень нравится, очень красиво. Если бы еще попали в апреле, было бы шикарно посмотреть на цветы, потому что, как экскурсовод нам рассказал, что тут очень много цветов в апреле начинают сажать. Уже покушали вкусно, понравилась еда чеченская. В Грозном много достопримечательностей, которые буквально врезаются в память, а в горных районах не менее красиво, особенно сейчас, в зимний период. Гостей в субъекте много. Вне зависимости от времени года здесь есть на что посмотреть и оставить на память от путешествия, а преображение региона не прекращается. Турпал Литайсумов, Джабраил Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Фильм «Чебурашка-2» продолжает бить кассовые рекорды. Уже в первые дни проката превзошел показатели первой части и стал лидером среди новогодних премьер.
В Чеченской республике картина уверенно удерживает первое место по зрительскому интересу. Во второй части ушастый герой взрослеет, чаще спортсгена и попадает в новые приключения. Фильм рассказывает о ценности семьи, умении слышать друг друга и о том, что настоящий дом – это люди, которые тебя ждут. Зрители ожидают добрые, поучительные истории и звездный актерский состав. Новые приключения Чебурашки и его друзей можно увидеть на больших экранах в течение всех новогодних праздников. «Чебурашка» — это такой фильм, который знают и наши родители, и бабушки. Теперь и мы можем узнать о нем благодаря новым технологиям и съемкам. Первая часть очень душевная, теплая. Ее можно смотреть всей семьей, с маленькими и взрослыми людьми. Я очень ждала вторую часть, посмотрела. Это очень теплый фильм, который можно смотреть еще очень много раз. Захватывающие прыжки, синхронное плавание и даже катание тренера на спине. Эти и другие невероятные трюки в исполнении дельфинов каждый раз вызывают восторг у юных зрителей. А в Грозненском дельфинарии состоялась премьера шоу «Холодное сердце». Зрители ждали сложные трюки, великолепная постановка и музыкальное сопровождение. Репортаж Турпала Литайсумова. Для детей и их родителей в новогодние праздники всегда интересно посетить места веселья и радости. Одно из таковых – Грозненский дельфинарий. Специально к старту 2026 года была организована шоу-программа «Холодное сердце». Для юных гостей демонстрировалась живая сказка с аниматорами по мотивам небылицы писателя Вильгельма Гауфа, где главный герой осознает, что счастье в доброте и человечности, а не в богатстве. Мы решили собрать постановку «Холодное сердце», всеми любимая сказка. До этого у нас была постановка, мыльная постановка, где у нас принимали участие феечки. И во время этой постановки мы слышали крики из зала, что дети отзывались аниматоров Анна Эльза. В связи с этим мы решили поставить вот такую прекрасную сказку, где у нас выступает 6 артистов, 6 аниматоров. Сказку «Холодное сердце» мы будем показывать каждые выходные в Новый год до 15 января включительно. Мы рады каждому гостю. Приходите к нам за эмоциями. Ваши улыбки – это наша работа. Но самой интересной частью программы, конечно же, стало выступление дельфинов. Эти грациозные создания очень доброжелательны и легко идут на контакт с человеком. Здесь для них созданы прекрасные условия содержания. Эти млекопитающие показывают удивительные умственные способности, выполняют такие трюки, которые не всем подвластны. Все это просто завораживает, и, как видно, радость у детей не занимать. Причем все это выполняется четко и синхронно. Морские млекопитающие радуют всех присутствующих, а они аплодируют, не переставая, видя мастерские трюки в исполнении животных. А ведь это не только синхронные прыжки, но также танцевальные движения и самые различные игры, к примеру, с обручем и мечом. Как рассказали дети, им было так весело, что словами просто не передать. Но зато в памяти необычное и яркое шоу точно останется надолго. Я увидела, как они прыгают, интересно. Хазар. Когда они еще мячи отбивали. Это самый лучший момент, когда была сказка, и когда дельфины перепрыгивали через кольца. Да? Очень понравилось. Что ты знаешь о дельфинах? То, что дружелюбные, морские обитатели. Это буга, это явош. Игротек явош. Игротек явош. Аттракционы, это явош. Динозаврушки, парки, динозавр. Это идет. Организаторы отмечают, что шоу будет вестись до окончания новогодних каникул, а значит, у многих детей появится возможность воочию наблюдать за прекрасными созданиями, дарящим море эмоций. Турпал Литайсумов, Ислам Ибрагимов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.